Здравствуйте, в эфире «7 дней», студия Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня. Проблема инфицированного человека – это проблема уже общества становится. Не привиться, я очень жалею об этом. Как только выздоровлю, сразу же привез. И снова ковид. На Восточном фронте без перемен. Специальный репортаж из красных зон и непридуманные истории опоздавших. И там горит, и тут горит. На одном квадратном метре практически по 15-20 деревьев, что, конечно же, также осложняло тушение пожара. Лесные пожары, война в разгаре, спасение людей и вера людей в людей. Эксклюзивный репортаж. 1990 год. Это тоже была революция. Это памятные даты, если хотите, я могу сказать, что это мемориальная дата. День республики. Осталась форма, но не содержание. Как не потерять историю и сохранить будущее. Сегодня у нас будет много горячих тем, эксклюзивных подробностей, интересных гостей, но начать хотелось бы с более привычного. Можно сказать, по традиции начнем мы с оценки обстановки на войне с пандемией. Увы, не изменяем традиции, потому что и война продолжается. Посмотрим на темпы вакцинации по стране. Давно не смотрели. Итак, слева Россия, справа Татарстан. 43 миллиона человек привито хотя бы одним компонентом вакцины. Это 30%. Население в Татарстане 25%. 35,5 миллионов привиты полностью. Это 25% населения. В Татарстане 20%. Такими темпами мы сможем привить 60% взрослого населения, около 69 миллионов человек, только через 124 дня. Татарстан сможет это сделать через 164 дня, то есть только к Новому году. Темпы, между тем, только падают. Значит, в этом году никаких 60% ожидать не приходится. А ведь надо даже не 60, а 80% как минимум. Вывод на поверхности. Неафриканская страна, имеющая как минимум одну вакцину с доказанной эффективностью и безопасностью, беззащитна перед вирусом практически в той же степени, что и в начале года. Это значит, что по-прежнему уязвимы те, кто не может делать прививку по тем или иным причинам. Что никакой передышки не будет у медиков. Мало шансов на то, что наши стационары в обозримом будущем вернутся к привычной жизни. Даже районные госпитали сейчас переполнены, и переполнены они как раз теми, кто меньше всего в это верил. Михаил Любимов побывал на Востоке и убедился, что на Восточном фронте без перемен. Вот на земле хорошо жить, там плохо. Все видела я. Все видела. Так тяжело было. В этой земле хорошо жить. Не надо уходить отсюда. Не каждый день приходится видеть человека, вернувшегося с того света. Не нужно снисходительных улыбок, это не метафора. Эта женщина вернулась оттуда, откуда редко возвращается теперь. Она плохо помнит эти 12 дней в реанимации, но удивительно устроен наш мозг. Он стирает из памяти невыносимый ужас, но сохраняет урок. В этой земле хорошо жить. Не надо уходить отсюда. Не надо уходить отсюда. В эту волну больные гораздо тяжелее, чем были осенью. И тоже молодых побольше, да? Да, у меня даже была пациентка 20 лет с 40% поражением легких. Без какого-то особого коморбидности? Без. Здоровая девочка 20 лет. И один ребеночек был месячный, тоже ковид положительный в июне месяце. Это лето выдалось слишком жарким для работников временного инфекционного госпиталя Заинска. Здесь всего 50 коек. Это немало для районного госпиталя, и почти все они заняты. Не было никакого продыху все эти знойные месяцы. Будто вы сражаетесь с непобедимой гидрой. Вы отрубаете одну голову, но на том же месте вырастают еще две. Более непобедимые, кажется. И человеческие ресурсы не вечны все-таки. Откуда было взять боевой дух, если его еще так недавно оптимизировали вместе с бойцами? До прошлого года в связи с оптимизацией
прошло массовое сокращение, это не только в Заинске, а это вообще везде. Считали, что инфекционная служба не нужна, а вот оказалось, что сейчас она нужнее всех. Ирина Исаева, руководитель госпиталя, гинеколог. И не она одна, и это еще неплохо. В Заинске пока обошлись закрытием лишь половины отделения гинекологии, чтобы изыскать людей для вот этого пока главного фронта. В начале года у них еще была надежда на хотя бы частичное сокращение коек, но она растаяла. Вы не привиты, конечно. Не успел. Полгода было? Ну, было-то, вы же сами понимаете. Все в работе, все в бегу. Да, это вообще, если вот в любую палату зайдете, это обычная стандартная ситуация. Вот не привитые, очень жалею об этом. Как только выздоровлю, сразу же привьюсь, как только разрешат врачи. Просто болячек много всяких за эти года. Как-то опасалась. А сейчас надо это. И своих всех агитирую, кто не привитый, что обязательно сделают. Прививочная кампания же началась в декабре месяце, и прошло у нас 2 пациента. 2 пациента за весь год? Вот за этот год было 2 пациента. В 2021 году было 2 пациента привитых. Да. В этом году они точно не снимут с себя ни эти костюмы, ни эту ответственность за тех, кто им не верил. Странное чувство, будто вы говорите с людьми из прошлых столетий, как будто случайно оказавшимися здесь, в будущем. Потому что инфекция – это проблема 19 века практически, 20 века. Сейчас мы должны заниматься сердечно-сосудистой патологией, мы должны заниматься онкологией и профилактикой этих уже заболеваний. А мы как-то в Средневековье как раз и провалились, да? Похоже, что так. Ну, сегодня, наверное, все-таки мы пока в росте, идем на повышение. Сейчас, на сегодняшнее утро, 56 человек состоит у нас в стационаре. Из возможных 60, да. Госпиталь развернут на 60 коек у нас. «56 пациентов из возможных 60. Это абсолютный рекорд для госпиталя Сармановской ЦРБ. Это соседний район, и ситуация тут та же. Правда, здесь уже не обошлись закрытием одного лишь отделения. У нас закрыто терапевтическое отделение, это вот как раз где мы сейчас находимся. На 2-м этаже у нас находилось детское отделение, оно закрыто. И, соответственно, реанимация. Вот уже год как? Да. Не вакцинировано, да. И у всех одна единственная отговорка: не успел, планировал, но вот не успел. Но все-таки это отсутствие желания. Пока сама не заболеешь, пока через все это мир не пройдешь, другим не объяснишь. Это да. Ну, как говорится, есть 2 способа заработать иммунитет. Или вакцинироваться, или сыграть в рулетку. Вот эта женщина тоже, конечно, не успела. Зачем, казалось бы, одиноко живущей в деревне бабушке с минимальными контактами с соседями что-либо предпринимать? Но вирус придет к вам оттуда, откуда совсем не ждешь. Сейчас опасность, наверное, еще больше, потому что начали болеть дети. Вот. А вместе с детьми, сельские местности, там тоже, то там бабушки и дедушки, пожилые люди. Вы заразились от сына или от внука? От внука 5-летнего. От внука 5-летнего? Да. У вас внук 5-летний болен? Да, ну он сейчас выздоровел, он бегает, ходит. На этой самой койке в ближайшие осенние месяцы окажутся еще несколько десятков вот таких доверчивых и никем и ничем не защищенных бабушек, которых те самые дети и внуки снабжают последними данными о том, как все прогрессивное человечество сражается против демонов, врачей и злодеев ученых. Но вся эта борьба заканчивается, как правило, вот здесь. Увы, слишком часто она заканчивается навсегда. Из 500 с лишним больных в этом году в Сармановском госпитале видели лишь 12 вакцинированных пациентов. Это 2%. Мы действительно жертвы. Но мы не жертвы особых правительств. Мы жертвы больших самомнений. Кому это выгодно? Никому. На лечение одного больного государство потратит около 400 тысяч рублей. Одного
больного. Стоимость препаратов последней надежды, применяемых все чаще теперь, может доходить до 50 тысяч. Странно, что мы говорим о деньгах вот здесь. Но речь, простите, о миллиардах наших налогов, которые можно было направить не только сюда. Мы расплачиваемся за собственные ошибки самым прямым образом. Эта вакцинация не делала я, еще не успела. Но вот заболела. Надо было сделать мне. Вот на земле хорошо жить, там плохо. Все видела я. Все видела. Вот они спасли меня, врачи. Большое спасибо им. Так благодарна я им все. Они меня спасли. У меня 5 детей. Они остались. Всем большое спасибо. Они мне сильно-сильно помогли. Если вы вернулись с того света, это еще не значит, увы, что вы вернулись надолго. Этой женщине предстоит еще большой путь восстановления. Она почти не слышит и почти не видит окружающих. Вот так и мы. Мы лишь думаем, что мы живы, что мы здоровы, что нам ничего не грозит. Но наши взгляды и наше самомнение заставляют усомниться. А живы ли мы? Так тяжело было. В этой земле хорошо жить. Не надо уходить отсюда. Не надо уходить отсюда. Михаил Любимов и Андрей Мохов. 7 дней. А сейчас о другой войне. Вы удивитесь, в наше мирное время военная терминология очень даже в ходу. Поговорим о войне с пожарами. Она тоже, можно сказать, в самом разгаре, как ни цинично это прозвучит. Лесные пожары охватили всю Россию. 2 недели подряд Татарстан находился в огненном кольце. Сначала татарстанцы страдали от смога, который появился из-за пожаров в Башкирии. Затем загорелись леса у другого соседа республики Марий-Эл. На той неделе из близлежащих поселков эвакуировали 600 человек, а затем и вовсе ввели режим чрезвычайной ситуации. Основные причины возникновения огня, как человеческий фактор, это непотушенные костры, брошенная сигарета, так и природный, сухая гроза и шальная молния могли стать причиной возгорания. Есть опасность, что пожары могут дойти и до лесов Татарстана. Пока в самой республике ситуация стабилизирована, но обстановка может накалиться в любой момент. Летняя жара очень сильно напоминает засуху 2010 года. Тогда сотрудники МЧС республики круглосуточно стояли на страже лесных поселков. Охраняют границы, деревни и села пожарные и в этом году. И не только в Татарстане. Бешеное пламя охватило на днях Мордовский заповедник. В какой-то момент огонь близко подошел к поселку Стеклянному под Первомайском. Почти 30 домов сгорели дотла. На территорию заповедника стянули более 1000 спасателей. Был объявлен межрегиональный режим ЧС. Наша республика не граничит с регионом, но впервые за все время аэромобильная группировка МЧС из Татарстана выехала в Нижегородскую область, чтобы помочь потушить пожары на границе с Мордовией. 2 недели наши спасатели жили практически в полевых условиях, чтобы сохранить заповедник и защитить жителей соседних деревень. Репортаж Диляры Юсуповой. Воронка полупрозрачной дымки повисла над городом. То, что вы видите, это не утренний туман, это смог, который сначала поднимается от земли, а к вечеру оседает обратно, назад к выжженной земле. Оказалось, что дым Отечества не так сладок и приятен. И там горит, и тут горит, и там горит. О, это страх какой был, страх какой, запах. Дышать нельзя, дышать нельзя. Ой, одна гарь, одна. Прям шел смог, да? Да, прямо оттуда идет дым, дым, дым. Все, и окошки нельзя открывать.
Поселок Барановка расположен вдоль лесного массива. Несколько садовых участков и всего 5 жилых домов. 5 домов, которые задыхаются. 5 домов, которые ждали защиты сначала в 2010-м, а дождались через 11 лет. Вот от этих людей, которым теперь готовы отдать последнее, лишь бы не уезжали. Не уезжают они уже почти 2 недели. Спят на земле, стирают в реке, едят из общего котла. Доехать до штаба – целая полоса препятствий. До леса на грузовых машинах – отдельный марафон. Сначала традиционная заправка. Ожидание приказа – 40 минут по кочкам. Пора бы уже и домой, но ни команда, ни совесть не позволяют. Это первый такой полевой выход у нас. Серьезный, долговременный такой. В 5 утра где-то примерно встаем. К 6 уже мы готовы выдвигаться. Всем к семьям хочется, да. Вот, а дети в школу первый раз идут. В сентябрю хотят уж вернуться. Нынешний лес напоминает бывший. Пустыню с дорогой из песка, голым торсом и тлеющим лицом. Черные стволы деревьев и едва виднеющаяся серая трава. В разных местах таблички Мордовского заповедника. Где-то целые, где-то наполовину сгоревшие. Стоит пройти чуть ближе, и от веток на одежде появляются полосы, а под ногами пеплом крошится мох. Вот здесь вот деревья были. Это вот полностью они прогорели. Вот ямы где есть. Здесь вот побольше, поменьше вот. Где-то вон корни еще осталось, до конца не прогорел. Вот. То есть где вот большие ямы, это здесь полностью дотла сгорело дерево, в том числе все корни. Вот. Здесь она в основном песчаная, почва, где-то местами торфяная. Вот где торфяные, там уже угрозы больше, то что горит получается, под землей, и, соответственно, это создает угрозу, что небольшие могут быть провалы. Вот так меня одели сотрудники МЧС, и это не потому, что холодно, а потому, что в обычной одежде здесь в лесу делать нечего. Здесь все утопает в пепле и золе. Это очень хорошо видно, если делать сапогом вот так. Где-то 5-сантиметровый слой. Я не знаю, насколько камера фиксирует смог, который здесь повсюду, но то, что она действительно не передает, это запах гари, от которого вообще не скрыться. Это сейчас здесь серое пепелище. Еще несколько дней назад картина играла красками, если вообще уместно так говорить. Кадры из самого пекла. Более полусотни пожарных пытаются справиться с огнем в заповеднике. Внезапно поднимается ветер. Пламя распространяется молниеносно. Эти красные точки – это так называемые термоточки, снимок со спутника, который зафиксировал очаги горения. То есть вот как раз мы будем выдвигаться вот в 90-й квартал, в 89-м частично они сейчас будут. То есть спутник летает через каждое определенное время и выявляет, где происходит горение. Очень густо они проросли, и на одном квадратном метре практически по 15-20 деревьев, что, конечно же, также осложняло тушение пожара для того, чтобы проникнуть вглубь. Летняя жара, сухая гроза и молнии – вот основные причины лесных пожаров этого года. Граница с Мордовией вообще напоминает заколдованное огненное кольцо. Когда во всех окружных регионах дождь, тучи словно обходят место стороной. За все лето здесь ни разу не было ни грибного, ни проливного. А вот дождь в начале этой недели буквально спас марийские леса. Пожарные вырубают деревья, подмога на тяжелой технике, на земле цистерны, в небе авиация. Очаг возгорания удалось локализовать. Люди не пострадали, а вот природа... Страшно было. Ветер был сильный. Оттуда дуло. Со стороны Соснового Бора перекинуло через асфальт. Буквально минут за 15 надо. Все, там никто ничего не мог сделать. Дождь помог. Спутал карты ветер, который накрыл регионы в среду. Леса уже не горят синим пламенем, но окутаны дымом, которого, как известно, без огня не бывает. Маленькие очаги разбросаны по всей площади. Их тоже надо устранять.
Вот таким образом мы производим протушивание пеньков, потому что сейчас к обеду температура поднимется выше и может как бы уйти в лес. Ну, то есть начаться крупный пожар верховой. Вот поэтому производим патрулирование, ездим, вот это все затушиваем. Работают так до 8 вечера. С наступлением темноты в лесу опасно. В этой дымной каше не видно, куда падают деревья. Вечерняя перекличка, ужин и сон, чтобы завтра с новыми силами. В полутьме местные зеваки, которые приходят, чтобы напомнить, кто здесь настоящие герои. Хорошо, вот все приехали ребята и технику пригнали, и все, то есть все опахали здесь, все. То есть как бы и нам выражали слова, что не переживайте, мы вас не отдадим. Не бросим. Не бросим, да, то есть молодцы. То есть молодцы, они, да. В общем, короче, им огромное спасибо человеческое за то, что вот они все-таки нас поддержали, нас не бросили в самый сложный момент. К слову, на сегодняшний день герои уже дома, а в путь отправились другие добровольцы. Молодежная группа Народного фронта уже уехала бороться с последствиями пожаров в Якутии. Защищать поселки, убирать лесные останки, помогать восстановить жилье местным жителям. В Татарстане основные пожары прошли в Альметьевском и Лениногорском районах. Всего 11 лесных пожаров. Выгорело 106 гектаров площадей. Посчитать убытки в Мордовском заповеднике пока невозможно. Очаги опасности еще остаются в восточной части. Дорога в Саров уходит в туман из дыма, а на горизонте остается лишь зарево и вера. Людей и в людей, которые останутся, которые не оставят. Диляра Юсупова, Андрей Ключников, 7 дней. Продолжаем так или иначе военную тематику. На этой неделе состоялся рабочий визит министра обороны России Сергея Шойгу в Казань. Столицу Татарстана он посещает с завидной регулярностью. Конечно, это заводы авиапрома, КПО имени Горбунова и вертолетный. Но в этот раз визит министра, помимо традиционных точек, имел расширенную программу. Во-первых, визит связан с предвыборной гонкой. Сергей Шойгу в пятерке лидеров «Единой России», которая ведет партию к выборам в Государственную Думу. Во-вторых, неожиданным для многих зигзагом в маршруте стало посещение собственной выставки, открытой неделю назад в Национальной художественной галерее «Хазине». В экспозиции представлены более 80 картин и 17 работ прикладного творчества из дерева. Их можно не только увидеть, но и купить. Вырученные деньги направляются на помощь тяжело больным детям. Ну и третья составляющая программы – церемония закладки камня госпиталя Минобороны в Казани. О том, что Минобороны России построит в столице Татарстана военный госпиталь, стало известно еще в марте прошлого года. Ожидается, что он будет рассчитан на 150 коек и станет одним из самых технологичных медицинских центров в стране. Обо всем подробнее в обзоре Татьяны Тимошенко. Правильно все, по-хорошему все, основательно все. Не какое-то такое сиюминутное, модное течение, движение. Сегодня это модно сделали, это фундаментально. Эти слова при ответе на вопрос, как ведется республика, министр обороны Сергей Шойгу произнес в середине рабочего дня в Казани на встрече с журналистами. Эта поездка стала одной из самых насыщенных по программе. Началась она по традиции с аэродрома и цехов Казанского авиационного завода имени Горбунова. Проверка выполнения гособоронзаказа – одна из главных целей. Сергей Шойгу впервые в кабине обновленного Ту-160. Здесь у нас уже на 1000 километров дальше. Да. Значит, навигация в 2 раза точнее. Да, точнее. Потолок у нас почти 17 тысяч. Так точно. 17 тысяч у нас, в принципе, остается, но ему для этой машины больше не надо. «Белый лебедь» – самый крупный сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец в мире. Изменяемая геометрия крыла, рекордсмен по скорости и дальности полета, способен провести в небе 25 часов. Самый-самый – это про него – 44 мировых рекорда. На рабочих местах стоят компьютеры, связь с Москвой, с Центральным конструкторским бюро, через единый сервер, штаб управления постройки самолета, видеоконференц-связь с главным конструктором. На рабочих местах, на каждом все работает единый информационный сервер. Современное производство, таким как он должен быть.
Вот об этом высоком уровне организации работы и высочайшем уровне образования специалистов Шойгу будет еще вспоминать в ходе визита. И в общем об умении достигать стратегических целей. По словам Шойгу, еще несколько лет назад на этапе принятия окончательных решений возрождение производства Ту-160 казалось недосягаемой мечтой. Но тогда в ходе визитов министров всего с перерывом месяц казанские авиастроители доказали, что смогут справиться с задачей. Поручение президента страны восстановить установку электронно-лучевой сварки основных силовых элементов выполнено. В декабре 2020 года будущий «Белый лебедь», впервые за последние 30 лет построенный с нуля, был снят со стапеля и передан в цех окончательной сборки. Возобновление производства Ту-160 министр обороны назвал общей победой. Планка все выше и выше. Обновленный сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3М переходит на этап летных испытаний. Сейчас, после глубокой модернизации, по сути, это совершенно новая боевая машина России. Спутниковый комплекс наведения ГЛОНАСС, оснащенность крылатыми ракетами класса Х-32 и возможность нести новейшие гиперзвуковые ракеты. Портфель заказов, уже подписанных контрактов на сегодняшний день до 2028 года это почти 364 миллиарда. Это, во-первых. Во-вторых, идет программа по самолетам Ту-22. Для нас делаются здесь самолеты Ту-214. Здесь же проходит ремонт и полную модернизацию самолета Ту-95. Казанский вертолетный завод. Здесь по гособоронзаказу строят многоцелевые Ми-38 и модернизированные Ми-8, предназначенные для перевозки грузов. Сейчас фактически это новая машина с системами ночного видения, построенная из российских комплектующих. И вновь министр поднимается в кабину. Вообще, эту его многолетнюю привычку самому все смотреть, пробовать, наблюдать припомнили журналисты во время встречи, которая продолжалась около часа. Ответ министра прост. Метод испробован, на себе часто ложится в основу изменений в жизни российской армии. Но вернемся в цех Казанского вертолетного завода. Здесь доложили о завершении опытно-конструкторских работ по усовершенствованию модернизированного Ми-8. Документация уже утверждена для серийного производства. Новый, современный, высокотехнологичный военный объект социального направления в Казани будет построен военный госпиталь Министерства обороны. Еще несколько деталей. На площадке при обзоре уже сложившегося больничного городка Шойгу останавливает на секунду описание позиции и переходит к плану-макету. Также стремительно вместе с президентом Рустамом Миннихановым проводит и церемонию открытия памятного камня. Это, пожалуй, одна из немногих строек, по которой мы начинаем, уже имея все решения по подключению ко всем коммуникациям. Это в нашей сегодняшней жизни очень и очень важно. Так что ничего не мешает для выполнения этой задачи. Востребованность огромная. У нас 2 медицинских вуза, специалисты. И, конечно же, мы обязуемся, Сергей Кожевич, своевременно, с хорошим качеством, подрядчик здесь, выполнить поставленную задачу. И, конечно же, этот госпиталь скомплектовать лучшими специалистами, и он будет служить для военнослужащих нашей республики, округа, ну и те задачи, которые будут определены Министерством обороны. Востребованность в новом лечебном учреждении – это не только выпускника казанских вузов, но о необходимости, которая была перечеркнута в 2012 году, когда при прежнем министре обороны упразднили Казанский военный госпиталь, один из старейших в стране, ведущий свою историю еще от лазарета, созданного при Петре I. Митинги, протесты, письма в разные инстанции тогда не помогли. И вот взгляд в будущее. 3 основных здания. Помимо лечебно-диагностического, оснащенного самым новейшим оборудованием, отдельно построят инфекционный корпус, полностью автономный. Госпиталь будет включать стационар на 150 коек и поликлинику. Сроки строительства самые сжатые, что в последний год срочного возведения госпиталей, практика сложившаяся. Есть приказ министра обороны, соответственно, мы его выполняем. У нас других вариантов нету. Сроки по госконтракту это декабрь 2022 года, но ударными темпами мы постараемся сделать к августу. То есть сделать и сдать уже в эксплуатацию. Подрядчик работ республиканская компания, уже имеющая опыт, отстроившая инфекционную больницу в Казани за рекордные 100 дней. Еще один пункт визита Шойгу, который до последнего был под вопросом, его же художественная выставка, акварели, графики, изделия из дерева, вазы, шкатулки, скульптуры. Так, ребят, я вам отправлял сюда, здесь был янтарь. Янтарь был там, сейчас, секунду. Я вам покажу, где янтарь.
Вот так она. Таким министра обороны в его мастерской зрители вряд ли видели. По признанию Сергея Шойгу, это скорее выпускной клапан по настроению, увлечения из детства. Выставка в Казани «Творчество ради жизни». Продолжение благотворительной инициативы. Работы Сергея Шойгу, уже проданные с аукциона в Москве, собрали 40 миллионов на лечение детей, страдающих от тяжелых заболеваний. Среди точек визита открывшийся в июле воссозданный собор Казанской иконы Божьей Матери и его подземная часть, возложение цветов памятнику воинам-интернационалистам в Парке Победы и прогулка по Кремлю, где министра обороны сопровождали президент республики Рустам Минниханов и государственный советник Татарстана Минтимир Шаймиев. С Минтимиром Шаймиевым Сергея Шойгу, по его же признанию, связывает очень многое и в жизни, и в политике, и в работе. С Рустамом Миннихановым отношения сложились таким образом, что при встречах они сразу понимают, о чем хотят сказать. Так что итоги этого визита, по всей вероятности, в республике будут иметь долгосрочные и обязательства, и перспективы. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников, 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите далее. 1990 год. Это тоже была революция. Это памятные даты, если хотите, я могу сказать, что это мемориальная дата. День республики. Осталась форма, но не содержание. Как не потерять историю и сохранить будущее. В подмосковной Кубинке открылся международный форум «Армия-2021». Выставка новейшего вооружения, пленарные сессии, тематические форумы. В течение 5 дней на Подмосковье было сосредоточено внимание всех специалистов и экспертов военного дела. В церемонии открытия форума принял участие и Рустам Минниханов. В Москве Рустам Минниханов с коллегами и руководителями регионов в формате круглого стола обсуждал то, что нужно сделать в системе образования. Президент Татарстана заявил, важно решить проблему модернизации пищеблоков. Нужно создавать типовые проекты для всех столовых. Также в каждой школе должны появиться площадки для занятий спортом по современным стандартам. В Набережных Челнах заработали сразу 2 учреждения сферы образования – детский сад и гимназия. На церемонию в Замеликесье прибыл президент Рустам Минниханов. Самый молодой район города остро нуждался в таких объектах. Существующие сады и школа не вмещали всех желающих. В гимназии новая система безопасности. На входе президенту показали пункт досмотра. Более 7 тысяч российских школ до конца 2026 года войдут в программу капремонта по национальному проекту образования. И по большей части это коснется сельских школ. Об этом на заседании Президиума Госсовета России заявил Владимир Путин. Отдельно президент остановился на теме качества образования. По видеосвязи в заседании участвовал и президент Татарстана. 26 августа прошла традиционная встреча президента республики с хоккеистами Ак Барса, в ходе которой стало известно, что Данис Зарипов после окончания этого сезона завершит свою спортивную карьеру. Команда 2 года подряд смогла завоевать домашний Кубок чемпионов Тоннека. У коллектива теперь только одна задача – выиграть Кубок Гагарина. Чемпионат для команды стартует 2 сентября. Алексея Песошина избрали председателем Совета директоров Татэнергосбыта. Решение единогласно приняли на заседании в Доме правительства. Фарид Мухамедшин посетил Сармановский район. Здесь открыли новый модульный фельдшерский и акушерский пункт, построенный по республиканской программе. Он будет обслуживать почти 300 жителей деревни Юлтимерово, 70 из которых пенсионеры. Но сначала глава парламента ознакомился с ходом уборочной, где стало видно, как летняя жара повлияла на урожай. Рустам Минниханов призвал строго соблюдать все меры по профилактике коронавируса. Ранее Роспотребнадзор проверил 314 объектов и в 16% из них выявил нарушение работы. Пока повода расслабляться нет, эксперты говорят об осенней волне пандемии. Чтобы этой волны не было, нужно соблюдать все требования Роспотребнадзора и вакцинироваться, подчеркнул президент. Президент Татарстана в преддверии Дня Республики принял участие в торжественной церемонии по передаче районным больницам новых автомобилей. В своем вступительном слове Рустам Минниханов поблагодарил медиков за непростую работу в условиях борьбы с коронавирусом. Центральные районные больницы получили 60 автомобилей для оказания первичной медико-санитарной помощи сельским жителям. Врачи, летчики, космонавты, спортсмены, артисты, животноводы. В преддверии Дня Республики президент Татарстана в Казанском Кремле вручил государственные награды. В Казанском Кремле медалью столетия ТССР награжден руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Татмедиа Айдар Салимгараев.
Награда присуждена за вклад в развитие государственности республики, укрепление ее социально-экономического потенциала, сохранение и приумножение культурно-духовного наследия, способствующие повышению авторитета республики. Продолжаем программу «7 дней». Меньше 3 недель осталось до начала голосования за кандидатов в депутаты Госдумы России. Центральная избирательная комиссия Татарстана получила от полиграфическо-издательского комплекса «Эдель Пресс» 25 700 бюллетеней для голосования на зарубежных избирательных участках. Такие образованы в Испании и Финляндии. В этих странах будут открыты 9 избирательных участков, проголосовать на которых смогут и жители Татарстана. Те, кто в дни голосования будут находиться за границей, смогут принять участие на выборах депутатов Государственной Думы 8-го созыва с помощью механизма «Мобильный избиратель», подав заявление в офисах МФЦ, территориальную избирательную комиссию или через портал госуслуг. Всего за пределами территории России будет образовано более 340 избирательных участков. Кроме того, для обеспечения избирательных прав всех граждан ЦИК Татарстана заготовил укрупненным шрифтом 2810 трафаретов для заполнения бюллетеней слепыми и слабовидящими участниками голосования. Они будут переданы на избирательные участки, расположенные в местах компактного проживания избирателей с ограниченными физическими возможностями по зрению. Избиратели с ограниченными возможностями по слуху смогут через видеозвонок на специальный номер в мобильном приложении WhatsApp воспользоваться помощью переводчика, владеющего жестовым языком. И на этой неделе стартовала агитация в средствах массовой информации. Государственные СМИ предоставляют кандидатам в депутаты и представителям партий бесплатные площади и эфирное время. А сейчас к теме экономики. Если брать цифры, то в ключевом для Татарстана нефтегазохимическом секторе мы видим хороший рост. Есть все предпосылки того, что этот позитивный тренд сохранится, и это внушает, пусть пока сдержанный, но оптимизм. Почему все-таки сдержанный? Да потому что все мы понимаем, что год 2020 был просто провальным по экономическим показателям, и виной тому, конечно, пандемия. Поэтому нам важно поддержать этот рост, по возможности укрепить его, а еще лучше сделать настоящий рывок в нефтехимии. И сейчас для этого появляются серьезные основания. После объединения нефтехимических активов группы компаний «Таиф» и «Сибур», именно Нижнекамск и особенно Нижнекамск нефтехим могут стать самой мощной и интенсивно развивающейся точкой роста не только в Татарстане, а уже в масштабах всей России, а по отдельным направлениям и в мире. Даже не сомневаюсь, что так и будет. И эта убежденность не на пустом месте. Она подкреплена опытом, знанием, достижениями нижнекамцев. Как у нас принято говорить, гвозди бы делать из этих людей. Я сейчас не буду утомлять вас цифрами в виде миллионов тонн и миллиардов рублей. Посмотрите вот на эту таблицу. Это к вопросу, как мы можем мобилизоваться, когда нужно каких-то результатов достичь. График по месяцам процента провакцинированных работников ПАО «Нижнекамск нефтехим». Обратите внимание, в марте он был на уровне 7,7%, а в апреле уже 26%. Далее по нарастающей, и в августе уже более 80%. Я не исключаю, что на момент записи программы этот показатель приближается к 90%. Нам сейчас очень нужны такие мобилизованные, здоровые, энергичные люди в Нижнекамске. Город, который реально может превратиться из нефтехимической столицы Татарстана в нефтехимическую столицу России. Уже не просто визит коллег, а встреча добрых друзей. От такого по-настоящему доверительного формата выигрывают обе стороны. Если раньше на притирку, обмен информацией и контактами уходило какое-то время, сейчас его сжимают по максимуму. Надо успеть все и побывать везде. Визит в Нижнекамск уже 3-й по счету. До этого делегация Таифа побывала в Тобольске и посетила крупнейший в стране нефтехимический комбинат «Запсибнефтехим». Затем был ответный визит коллег из Сибура на Казань-Оргсинтез и Казанскую ТЭЦ-3. И вот город на Каме и площадки Нижнекамск нефтехима. Уже в самом названии компании присутствует и название города, а сам Нижнекамск в Татарстане справедливо называют нефтехимической столицей. В этих взаимных переплетениях глубокий смысл. По сути, Нижнекамск в хорошем смысле слова город-завод, а Нижнекамск нефтехим, если хотите, завод-город. Тут нет никакой путаницы. Фактически город на Каме и возводился вокруг самого предприятия.
Нижнекамск нефтехим был задуман стратегами из ЦК партии как один из крупнейших в Европе нефтехимических комбинатов. Таким он и стал. Соответственно, росли корпуса заводов, выпускалась новая востребованная продукция, росли улицы и проспекты Нижнекамска, появлялись детсады и школы. А еще крепла теперь уже знаменитая нефтехимическая школа. Особенно в таких направлениях, как производство синтетических каучуков и полиэтилена. До сих пор специалисты этой школы востребованы на всей территории бывшего Советского Союза и работают на ведущих предприятиях отрасли, отметил, приветствуя коллег из Сибура, генеральный директор ПАО «Нижнекамск нефтехим» Айрат Сафин. Куда бы ни ткнулся, везде будут люди с Нижнекамска. Это говорит об истории, говорит о качестве наших специалистов, об их востребованности. Редко где в стране можно увидеть, когда основа города начала закладываться после того, как начался запуск такого большого предприятия. И, конечно, здесь есть определенные и исторические моменты, но вместе с тем и грандиозность. Да, если посмотреть на карту, то явно видно, что по своим размерам Нижнекамск нефтехим город напоминает. Очень радует, что у нас совпадает во многом ценности, связанные с развитием, с улучшением. И развитие это касается не только производства, но и таких важных составляющих, как качество жизни людей, создание комфортных условий для отдыха, занятий спортом и так далее. В этом плане Нижнекамск также пример показательный. За последние лет 10 он превратился в один из красивейших городов Татарстана. Удалось ли это оценить гостям из Сибура, честно говоря, осталось загадкой. Программа пребывания, которая изначально была рассчитана на 5 дней, была спрессована до 4. Из нее убрали все экскурсии и культурные мероприятия. А вот деловая часть осталась неизменной. Презентации и сессии вопросов и ответов в офисе сменялись объездами промышленных площадок. День первый целиком посвятили такому направлению, как синтетические каучуки. Нельзя сказать, что для Сибура производство синтетических каучуков – это абсолютно новое направление, но по отдельным позициям, например, что касается бутилового каучука, Нижнекамск нефтехим является лидером и в России, и в мире. Поэтому задача обменяться опытом – это раз, и второе – определить, как совместными усилиями развивать то или иное направление. Среди таких направлений, например, производство изопренового каучука, Нижнекамск здесь несомненный лидер. На его долю приходится 37,8% глобального рынка. Наши нефтехимики производят 16,3% бутилового каучука и входят в этом сегменте в топ-3 мировых производителей. Однако цель этих объездов, конечно, не только и даже не столько демонстрация достижений. У коллег из Сибура много прикладных целей и задач. Поэтому большинство вопросов очень конкретные. Как организован учет производства брикетов каучуков? Какой процент отбраковки? Как это влияет на себестоимость? Опытный производственник Олег Нестеров готов все рассказать, а если нужно, и показать. Ну, конечно, открыто. Здесь никаких вопросов нет, любой вопрос. И они также открыты, очень готовы помочь. Приятно поражает тот масштаб, то развитие, которое происходит. Сейчас это вот новая мощность, которую построили и запустили в этом году ДССК и термоластопласты. Молодцы, прям очень устойчиво наращиваете продуктовый портфель. Абсолютно партнерский разговор, разговор профессионалов, спокойный. Есть интерес со стороны компании «Сибур», конечно, с точки зрения бизнес-процессов, управляемости. Да, есть абсолютно понятный обмен практиками. Вопросы технологии, автоматизации производства, качественной организации ремонтов оборудования вызывают, если не споры, то живое обсуждение. И в ходе дискуссии все чаще звучит уже привычное. Можете поделиться, какие посылки закладываете в эти правила? Конечно, можем и поделимся, отвечают коллеги из Нижнекамска. Причем обмен лучшими практиками идет по всем направлениям. Обмен взаимный. Какие методы мотивации и стимулирования персонала у вас существуют? Интересуются коллеги из Сибура. Есть возможность более 100% премии получить? Оценку более 100. 40, 20? Нет, если полностью показатель выполнять по 100%, в эти 100% идут положения премирования за экономию энергоресурсов, это совсем другие статьи премирования. Это рабочие процессы. И сибурцев волнуют одни и те же вопросы, что и нас. То есть те же самые производственные, экология. И мы сегодня смогли обменяться мнениями и понимаем, что уровень понимания, уровень решения вопросов, он практически одинаковый и в одной плоскости. Такое партнерство открывает новые горизонты и для Таифа, и для Сибура, а в перспективе грандиозные возможности для объединенной компании. Один из наглядных примеров производства собственных катализаторов на Нижнекамск нефтехиме. Его на предприятии открыли сравнительно недавно, а до этого закупали важный компонент
цепочки производства каучуков на стороне. Совершенно верно. Катализаторы для дегидрирования изобутана были у нас покупные. Потом была построена фабрика на 2000, производительность 2000 тонн. Значит, с учетом опыта того производства старого, мы, значит, вот это новое современное производство уже построили, производительность 3000 тонн в год. Для Сибура тема более чем актуальна. Компания сейчас закупает катализаторы. И, конечно, сразу вопрос. А сможете удовлетворить наши запросы? Ответ ожидаемый. Присылайте заявку, оперативно рассмотрим. Если раньше для нас был недоступен, то сейчас это один из таких перспективных, правильных вариантов, чем нужно заниматься. Широкий спектр вопросов связан с экологией и охраной окружающей среды. Нижнекамск-Нефтехим в этом плане пример показательный. И дело не в выделенных суммах и количестве проведенных экологических мероприятий. Хотя показатели эти более чем внушительные. По итогам 4-й по счету экологической программы, рассчитанной на 2014-2020 годы, реализовано 423 мероприятия на общую сумму более 7,2 миллиарда рублей. Компания реально много делает для снижения экологической нагрузки и добивается здесь хороших результатов. Кроме того, Нижнекамск-Нефтехим практически полностью обеспечивает город всеми водными ресурсами. Мы полностью город обеспечиваем водой. Мы также полностью очищаем все стоки города, поэтому разорвать связь между Нижнекамск-Нефтехимом и Нижнекамском невозможно. Это вопрос даже не экономики, это просто вопрос правильного отношения к жизни, правильного отношения и целеполагания вообще, как должен строиться бизнес, как должна развиваться компания и как люди должны ощущать себя причастными к тому, что мы делаем. И важно очень формировать у людей отношение бережное ко всему, что нас окружает. Эти передовые во всех смыслах объекты показали коллегам из Сибура станцию очистки воды и уникальные в своем роде биологические очистные сооружения Нижнекамск-Нефтехима. Такого типа сооружения я первый раз в жизни вижу. Ну, то есть забота вот, об экологии, я несколько вопросов вы слышали, прям задавали, она присуща и предприятиям Сибура тоже. Мы тоже стараемся вместе с городами присутствия идти вот в экологические какие-то темы, связанные с насаждениями. То же самое парки реликтовые, у нас тоже это все присуще нам. Мы на это обращаем внимание, это та ценность, на которую мы все ориентированы. Что касается взаимодействия с городом, я вообще здесь не вижу больших проблем, потому что, реализуя современные проекты, мы, по крайней мере, я знаю часть практики Нижнекамск-Нефтехима, используем, как говорится, наиболее современные доступные технологии, да, в том числе в части экологического воздействия, там, начиная от очистных или очистки воздуха, да, очистных сооружений по воде или очистки воздуха. Итоги визита делегации Сибура в Нижнекамск подводились с участием всех заинтересованных лиц и акционеров. На прямой видеосвязи с Нижнекамском из Казани руководители ТАИФа Альберт и Руслан Шагабуддиновы, а также Сибур-холдинга Дмитрий Конов, генеральный директор ООО «Сибур» Михаил Карисалов, руководители Казань-Оргсинтеза. Пожелание быстрее переходить от формата «вопросы-ответы» в режим диалога. Он уже идет и довольно интенсивно, заверили в Нижнекамске. По сути, формируется объединенная команда, как коллектив людей, единомышленников, инженеров, которые понимают технику, технологию, которые знают, какие у них есть проблемы, они знают теперь, у кого можно поинтересоваться лучшими практиками, как это можно эти проблемы решить. Поэтому действительно сейчас уже идет именно диалог коллег, диалог друзей. В продолжение ровно через неделю в программе «7 дней» мы расскажем о визите делегации Сибур на крупнейшую в Татарстане теплоэлектроцентраль Нижнекамскую ТЭЦ ПТК-1 энергетической компании ТГК-16, которая была серьезно модернизирована в последние годы. А также узнаем, какие грандиозные проекты реализуют нефтехимики в Нижнекамске. Побываем на площадках строящегося нового этиленового комплекса и энергостанции ПГУ ТЭЦ ПАО «Нижнекамск-Нефтехим». Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников и Владислав Поташников. 7 дней. В субботу прошло совместное заседание Совета при президенте Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным отношениям, Совета при президенте по образованию и науке.
Обсуждали актуальные вопросы развития национального образования и укрепления этнокультурной идентичности. Государственный советник Татарстана Ментимер Шамиев поднял серьезный вопрос о переводных учебниках на татарском языке. Для преподавания как родного языка, так и предметов на татарском языке. Как прозвучало, учебники до сих пор используются как пособия, а не как полноценные учебные материалы. Так, до конца года 38 пособий должны пройти государственную экспертизу, после чего они смогут получить статус учебника. Но этого явно недостаточно. Предлагаю послушать ключевые заявления. Это же волнует всех и вся. Сколько можно унижать, этого слова я не боюсь, если уж употребляю. Ведь до сих пор для преподавания, значит, в национальных школах вместо учебника, учебным пособием и продолжаем пользоваться. Это же дискриминация прямая. Я отвечаю за свои слова. Как можно дискриминировать, значит, в единой стране? Значит, одни учатся по учебникам, а мы пособие. Название бы не было другим. Это же, значит, полузакон получается тогда. Я почему так задаю? Ведь обещали и должно было уже, значит, переход обеспечиваться. Так, министр, скажи, пожалуйста, происходит или не происходит изменения? Или опять на словах? Ментимер Шарипович, происходит изменения. Мы вот 38 учебных пособий сдали для экспертизы. Сейчас эти пособия проходят экспертизу в разных регионах Российской Федерации. И до конца этого года, как было обещано, они должны попасть в федеральный реестр, перечень учебников. Но этот процесс по стране должен быть ускорен. Уже и президент Российской Федерации вмешался в последнее время, последний год, подвижки как бы есть и по стандартам. Но ведь за всем этим надо следить и пробивать надо как следует. Может быть, мы сами тоже не так быстро бегали, надо побольше нам ставить. Но во всяком случае мы и с коллегами обсуждали, пока федеральные коллеги отрицательных каких-либо этих мы не видим. Поэтому давайте активно поработаем. Ментимер Шарипович полностью согласен с вами. Это совершенно несправедливо, и это ущемление. Мы же граждане России, у нас должны быть полные права получить свой учебник, иметь свой учебник и обучать наших детей. Принимается это, наверное, и татарские, и надо посмотреть, как у нас у чувашских, мордовских, они, наверное, тоже по пособиям, помочь им тоже подготовить, да. Я думаю, что на примере Татарстана этот путь нам надо пройти, помочь и тем школам, которые есть у нас в республике. На этой неделе Татарстан посетил известный российский журналист, политический и общественный деятель Максим Шевченко. Максим Леонардович – один из немногих российских деятелей, кто в свое время поверг жесткой критике принимаемый новый закон о родных языках. Самое печальное в этой истории то, что многие самые пессимистичные прогнозы, озвученные им 3 года тому назад, к сожалению, сбылись. В национальных регионах родные языки теперь не преподаются в качестве государственных языков в школе. То есть они теперь не внесены для изучения в обязательную школьную программу. Более того, уменьшается и число родителей, которые выбирают в качестве родного языка действительно свой родной язык, к примеру, татарский. Мы спросили, изменилась ли его позиция по этому вопросу спустя время, и что нужно для того, чтобы родные языки в многонациональной России не теряли своей функциональности. Об этом и не только в интервью Эльзиры Юзаевой. Максим Леонардович, добрый день, добрый вечер. Добрый день. А можно просто Максим? Конечно. У нас среди журналистов это же, в принципе, не возбраняется, да? Вот если бы вы были татарином, вас можно было бы назвать Максим Эфенде или Максим Абы, у нас так говорят. Для меня это честь, спасибо. Ну, давайте вернемся, как говорится, к теме нашей беседы сегодняшней. Максим, вот знаете, наша встреча сейчас проходит очень знаковое время. Дело в том, что в Татарстане проходит год родных языков и народного единства. Как вы считаете, какие условия сегодня необходимо создавать в государстве, чтобы языки в эпоху глобализации не теряли своей функциональности?
Ну, я считаю, надо прежде всего исходить из того, что национальность есть часть личности. Она существует в голове человека. Если человеку комфортно считать себя русским, татарином, марийцем или маритом, или удмуртом, или кем угодно, евреем, армянином, азербайджанцем, это его право. И отнимать это право у человека абсолютно недопустимо. Но если это естественное право человека ощущать себя принадлежащим к определенному этносу, да, к народу, то это значит, что общество, которое называет себя демократическим, современным, должно это право защитить. Защита права человека ощущать себя татарином или русским, значит, возможность для человека комфортно говорить на этом языке, изучать язык, изучать историю. Эта инициатива, эта жизнь должна подниматься снизу. Если вот, допустим, в Республике Татарстан, которая являлась и продолжает оставаться образцом межнациональных гармонических отношений, есть запрос на то, чтобы в каких-то районах изучать, я знаю, марийцы, да, у вас живут, марийский язык. Пожалуйста, конечно, разумеется. Если есть государственный татарский язык, а что плохого в том, что русский мальчик или мальчик-марийец выучит татарский язык? Понятно, что он не станет для него постоянным обиходным языком, да? Или родным языком. Да? И тем более родным. Для меня же немецкий не стал родным, или английский, который я знаю, да? Но дополнительное знание о языке, тем более таком богатом культурном языке, как татарский язык, безусловно, усложнит личность. А более сложная личность, она является защитой для человека от манипуляций. Я в свое время предлагал даже больше. Я, когда был членом Совета по межнациональным отношениям при президенте, выступая перед лицом президента Путина, по-моему, это было в Уфе, я предложил ввести дисциплину «Культура народов России». История, культура народов России. У нас, смотрите, мы в школе изучаем историю Западной Европы, да? Мы знаем там про греков, про итальянцев, про немцев. А что знает русский мальчик про татарский народ? Где он про это можно прочитать? Что знает татарский мальчик про чеченский народ? В России живет 193 народа по официальной переписи. И мне кажется, каждый народ — это бесконечная вселенная. Наши потомки, представляете себе, вдруг кто-то из них скажет: а почему вот вы не сохранили для нас язык? А почему вы не сохранили для нас культуру? Вот как раз это и есть, наверное, тот диссонанс, о котором вы говорите. К чему может это все привести? Так ведь через несколько поколений, если мы останемся одной мононацией. Как вы считаете? Я таких примеров мононаций, кроме европейских, не знаю. Да? И в Европе это все усложняется. В Германии, ну, часто приводят Америку в пример. Вот, мол, плавильный котел. Никакой это не плавильный котел. Вы в Америке, разговаривая с американцем, понимаете, он говорит «I'm American» в политическом смысле. То есть он разделяет ценности Конституции, Декларации, значит, прав человека, он разделяет ценности американского государства, но при этом он скажет «я итальянец», «I'm American Italian», «I'm American Jewish», «я американский еврей», «американский грек», «американский татарин» есть, «американский русский». Никакие этничности в Америке не растворяются, потому что это частное дело человека. Это бесконечно интересная вещь. А у нас это упрощают. У нас это упрощают и примитивизируют. Вот, мол, там русским мальчикам и девочкам тяжело изучать татарский язык. Ну, как я уже сказал, им и на физкультуру ходить не хочется тоже, понимаете? Ну вот у нас же есть закон о родных языках. Вы представляете себе, в свое время, 3 года тому назад его приняли. И благодаря этому закону, если раньше 90% вот нас родителей выбирали в качестве родного татарский, родители татары, то теперь с каждым годом их число становится все меньше и меньше. То есть сбылись самые вот неутешительные прогнозы, о которых вы в том числе тоже говорили 3 года тому назад. Я считаю, что каждый субъект должен обладать правом определять самостоятельно подобную вещь. Свое, собственное. Конечно. То есть никакие ВГОСы, никакие федеральные государственные образовательные стандарты, а именно какие-то внутренние региональные стандарты. Вы о них сейчас говорите? Я считаю, да, что касательно этнокультурной особенности региона, региональный стандарт должен превалировать над государственным. Единственное, у нас должно быть четкое понимание. Федерация — это то, что не может распасться. Сама идея разговора о распаде федерации должна быть политическим преступлением номер 1 в нашей стране. Но именно зафиксировав эту рамку, что мы, народы, граждане Российской Федерации, собираемся вместе ради федерации, чтобы быть здесь счастливыми, чувствовать себя комфортно, и мы
не разрешаем кому-либо разваливать наш общий дом. Мы установили, построили стену. Внутри мы должны предоставить каждому право чувствовать себя татарином или татаркой, русским или русской, армянином или армянкой, азербайджанцем или азербайджанкой и так далее. Каждый народ должен ощущать нашу реальную федерацию, которую мы построим своим домом, местом, в котором ему комфортно на земле. Максим, спасибо вам огромное за такое интересное интервью, за ваши такие интересные, уникальные, удивительные идеи. Благодарим вас. Пожалуйста. За встречу. До свидания. До свидания. Наша программа в этот раз выходит в канун Большого дня Республики Татарстан. И все же, что за праздник такой 30 августа? Его формат, его содержание, какое событие мы отмечаем каждый год? Политическое, историческое или культурологическое? Что знают об этом празднике наши современники? Как оказалось, знают совсем немного. Сам формат 30 августа остается неизменным. В этот день в Казани происходит много мероприятий. Это и традиционный музыкальный фестиваль «Таткульфест», и фестиваль татарской культуры «Песчан-Базары», всевозможные яркие, красочные шоу, народные гуляния и кинопоказы. Только вот не каждый может сказать, а по какому случаю торжества, поменял ли праздник свое содержание и какой смысл мы сегодня в него вкладываем. Об этом Эльзира Юзаева. Извините, я вас не понимаю. Как не понимаешь? Ты же татарин. Он перестал придумывать истории, он просто оглянулся вокруг. Известный татарстанский режиссер Ильдар Ягафаров с традиционным татарским приветствием выходит на большие экраны. Его новый фильм «Исенмесис» и в дословном переводе с татарского, и по авторскому замыслу означает не «здравствуйте», а «живы ли вы?». Это история о каждом из нас, о родных, соседях, друзьях, о тех, кто жил, живет и всегда будет жить рядом с нами. И несмотря на незамысловатый сюжет, который как бы и читается с первого раза, его смысл намного глубже и трагичнее. Проблема единения одного народа, который в своей истории пережил много взлетов и падений. Потому выход картины в свет в канун большого праздника 30 августа – это, по мнению ее создателей, отнюдь не случайная дата. Для меня это очень близко. Это моя родина, я ее очень люблю. Конечно же, в этом фильме это отражено, так или иначе. Есть второй слой этой картины, многие поймут его, о чем я говорю. Вот, вообще в общем объединении. Я очень переживаю за то, что на сегодняшний момент происходит. Плохо или хорошо, не знаю, но у меня в душе есть опасения. Например, сейчас не называют это Днем Республики, а называют День города. Хотя это и есть День Республики для нас, для жителей этой республики, не только для татар. Это время абсолютно повлияло на нас, потому что это была определенная встряска. То есть, если мы двигались в какой-то определенном формате и были уверены в завтрашнем дне, да, то мы начали понимать, что можно мыслить по-другому. Мы стали более свободны, мы стали мыслить в большем масштабе, я так понимаю. И для нас открылись, когда границ была определенная свобода. Эта площадь бурлила в 1917 году. Это была революция. Так вот, 1990 год – это тоже была революция. Четвертая культурная революция. Для участников тех грандиозных событий 30 августа 1990 года – праздник, который имеет особое значение. Именно в этот день, 31 год тому назад, Верховный Совет Республики принял декларацию о государственном суверенитете. Обретение республикой нового статуса позволило начать новые этнополитические, этнокультурные и социально-экономические преобразования. И это не только развитие национальной системы просвещения, образования и науки. Татарский язык, как известно, получил статус государственного языка. Но главное, появилась возможность последовательно претворять в жизнь социальные и общественные проекты, которые когда-то казались нереальными. То, что захотели элементы самостоятельности республики, выручило, и мы живем вот уже почти 30 лет. Татарстан встает на ноги. Мы тогда даже верить, мечтать не могли, что Татарстан будет образцом для всей России.
Как правило, на 30 августа, как на день рождения или на Новый год, принято делать подарки. Только это не какие-то денежные призы или сладкие угощения. Это грандиозные объекты республиканского значения. Вот эту прогулочную зону откроют буквально через несколько часов, как раз на 30 августа. Главное, чтобы люди через какое-то время, придя сюда, могли вспомнить, а по какому поводу всю эту красоту город получил в дар. Но витает ли, как и 30 лет тому назад, на этих новых площадях этот дух романтизма? Есть ли энтузиазм у нынешнего поколения молодежи, воспитанной в новой экономической реальности в эпоху потребления, у которых социологи отмечают признаки размытой идентичности и явного нигилизма? Как сегодня звучит праздник, который за прошедшие годы изменил не только форму, но и содержание? Это памятные даты, если хотите, я могу сказать, что это мемориальная дата. Но мы же с вами понимаем, что эволюция эта произошла, тоже достаточно серьезная. Если же кому-то представляется сегодня, что педалировать какие-то нюансы, какие-то факторы не стоит, отмечаем День Республики, отмечаем День Республики. Значит, не будет молодежь знать во всех подробностях. То, что праздник вышел из политической плоскости, явление абсолютно очевидное. Сегодня для людей важны не политические лозунги и слоганы, а уже готовые решения, которые не нужно отстаивать, за которые не обязательно бороться. Потому праздник эволюционировал в сторону культурно-массового шаблона. Правда, среди всей этой праздничной мишуры с сахарной ватой и батутами местами хоть и отдаленно все же еще можно услышать тот тихий, знакомый мотив. Для части моих друзей это время, когда происходит Таткультфест или, например, Песчан-базары. То есть это какие-то мероприятия, посвященные татарской культуре, татарской идентичности. Именно в этот день Татарстан и Казань в частности мы можем вообще рассказать о том, кто мы такие, как мы себя чувствуем, как мы себя ощущаем и как мы, самое главное, себя позиционируем. Но можно ли назвать современную интерпретацию праздника особым символом для региона, который традиционно входит в пятерку лучших субъектов в стране по многим показателям? Символ, благодаря которому Татарстан получил этот новый виток в своем развитии. За прошедшие 30 лет появилось целое поколение людей, для которых этот день не имеет, как бы это грустно ни звучало, никакого по сути смысла. Таковы данные проведенных исследований. Никто из респондентов не назвал в числе значимых в жизни дней 30 августа. Хотя, по словам этнологов, потребность в праздниках такого масштаба, исторического и политического смысла будет всегда. И не нужно для этого придумывать историю. Нужно просто оглянуться вокруг себя. Вот этот праздник, конечно, сегодня требует определенного переформатирования, перезагрузки. Сегодня нужны какие-то новые смыслы. Для тех, кто живет в Татарстане, очень важна региональная идентичность. Мы татарстанцы. Она не отменяет ощущение себя жителем большой страны. То есть мы, конечно, граждане России, у нас очень развита общероссийская идентичность, но в то же время мы ощущаем себя жителями отдельного региона. Мы татарстанцы. Сейчас очень много мне говорят о глобализации. Я говорю, вы знаете, что вы о себе не забывайте в первую очередь. Глобализация. В этой погоне, какой-то суете может оказаться так, что мы сами себя потеряем. Надо быть хозяином самого себя. Ильзира Юзаева, Андрей Ключников и Роман Безменов. 7 дней. На этом у нас все. С праздником, процветания, наш любимый Татарстан. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания. В студии София Егорова. Здравствуйте. Пора прощаться с летом и встречать осень. Что обещают нам синоптики на первые дни сентября, вы узнаете из нашего прогноза. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана, в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге жителей понедельник встретят солнцем и теплом, плюс 20. В четверг и пятницу небо заволокут облака, но осадки не прогнозируются. К выходным до плюс 15. На юго-востоке Татарстана, Бугульме, Бавлах и Азнакаево в течение всей недели будет ясно и тепло, плюс 20-23 градуса в первой половине недели.
плюс 15-18 градусов ближе к выходным. В центральном районе республики жителей ждет комфортная погода. Днем до плюс 23, к выходным станет прохладнее. На юго-западе республики все так же солнечно и без осадков. Столбики термометров будут показывать отметку плюс 20-24 градуса. В субботу и воскресенье до плюс 18. На северо-западе республики, а также в Казани вся неделя ожидается солнечной и комфортной. Днем будет по-летнему тепло, до плюс 22 градусов. Провожая лето, хочется поблагодарить его за много солнца и тепла. Пришла пора осенней, и будем надеяться, что сентябрь подарит нам еще теплой и комфортной погоды. С праздником! На этом наш выпуск завершен. До свидания!